Мехксар стал беспрецедентной акцией по объему оказанной помощи нуждающимся семьям. За месяц к благотворительному марафону, объявленному главой Ингушетии, присоединились предприниматели, спортсмены, фонды и многочисленные неравнодушные жители республики, которые имеют возможность помочь другим. Тысячи семей в списках получателей садака. Их составили богословы, каждый в своем населенном пункте. Слово нашим корреспондентам. Сегодня в списке благотворительной акции самый большой муниципалитет Республики Ингушетия. Без малого почти 1500 семей получат адресную помощь в виде продуктовых пакетов. 25 голов крупнорогатого скота привезли на забойный цех Икажева. Отсюда в рамках республиканской акции «Мехксар» 7 тонн мяса развезут по 7 населенным пунктам Назрановского района. На призыв о содействии в реализации благотворительной акции откликнулось много желающих. В списке лишь остро нуждающиеся. Списка составляет что хабис бог мобиль, а списка же мы составляет эншутиха трук тезегет дирже версах дир списка юлжи трук ахор шер тня халик хужи хужиш списка керди يا списка же бог بيا бог ханд اشت حبيش بويا حنزر بوخ تاق مش حوج انشوتها نعرت دخي حن ساعد عديق جديد خو نعرت دخ تnya حالك حاجه حاجه صار تروح حمك حاجه حاجه ساق حالك حاجه حاجه اشت ساقي ورق دقه وان حمك حشت ورق دقه ديزل بر ونخ برجه اجنا دقه تركل بجه اشت دو اديج دولسах. Такое благотворительное мероприятие дает возможность объединить наши усилия для общего большого доброго дела. Практика прошлых лет показывает, что у нас много неравнодушных и отзывчивых людей. Однако в масштабе всего региона ничего подобного еще не было. Такого вот сегодняшнего масштабного охвата помощи для республики этого не было. Но сегодня это, значит, охватило очень много. Это есть, я имею в виду, для людей это большая помощь. Людей, которые, я имею в виду, это где-то 70% населения, это у нас просто нуждающие и малообеспеченные. Вдова сотрудника правоохранительных органов, погибшего при исполнении служебных обязанностей, с радостью приняла у себя представителей администрации села, которые пришли поддержать ее в такое нелегкое время. Эсет Нальгиева одна воспитывает 2 детей, один из которых инвалид. Его состояние требует особого ухода и регулярного посещения специализированных медицинских учреждений, некоторые из которых находятся за пределами Ингушетии. Дополнительная поддержка, конечно, никому не мешает, мне кажется. Да, расходы очень большие у нас с ней. Но обходится дорога, в общем, все это. Вы же сами знаете сейчас как. Все очень дорого, и лекарства, и все. Конечно, такая помощь. Очень кстати. Сагмил Лячин дал, Павел Сагдал, вы президенте. В Алиют направили больше 250 килограммов мяса для инвалидов, многодетных семей, одиноких пожилых людей и всем тем, кто по разным причинам оказался в трудной жизненной ситуации. Лейли Нальгиевой, страдающей инвалидностью по зрению, поставили диагноз онкология. Жители села и работники муниципалитета постоянно оказывают самую разную помощь этой одинокой женщине. Я знаю, что не забыли меня. Да, всегда дикидулж, мумадул, бат дул, вусл молчан. Да, вент бин бар, возр, ян дохл. Бей арах бакинах, мястинах дохл. Важдил да взял, щидох дол. Да, верка дол важдил да, изхолчан. Что хадик дактачан, шун тигиш участ. В Икажеве благотворительная акция из средств Фонда развития Республики Ингушетия получила поддержку администрации села. И изначально предусмотренные продуктовые пакеты были доукомплектованы продуктами первой необходимости. Одна из 115 семей, включенных в список получателей адресной помощи, состоит из 7 человек. Пока оба родителя заняты на работе, старшая дочь нянчится с 4 младшими детьми. Диалряс хылшанундак маляцачин администрации президента Тханч Огонук Устулхулу Хаман Нялшта семья Йохки положение Штхалюл Суму Бахчна Хач Огонук Устулхулцух Диалряс хылшандак маляцачин Далмелях Долчон без Мархибе. Хочется верить, что подобные мероприятия с каждым годом будут привлекать все больше и больше людей. Ведь только общими усилиями мы сможем помочь людям, которые так в этом нуждаются. Харон Аздоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.